Это видео опубликовал в своем твиттере журналист онлайн-магазина Sigftone Дэвид Полк. Он утверждает, что люди в спецодежде проверяют пассажиров на борту самолета в аэропорту китайского города Ухань на симптомы нового коронавируса. Подтверждения того, где именно и когда сняты эти кадры, нет. Но такое же видео 12 января опубликовал пекинский новостной сайт. По его данным, запись сделана до вылета рейса Ухань-Макао. Сейчас известно о 224 случаях заболеваний, 198 человек заразились в городе Ухань, 5 в Пекине, 14 в провинции Гуандун, еще 7 возможных случаев в других регионах Китая. Болезнь уже унесла жизни 3 человек, последний скончался в минувшие выходные. Власти страны говорят, что относятся к эпидемии со всей серьезностью. Китай принял серьезные, осторожные и профессиональные меры с самого начала эпидемии. Китай активно реагирует и разрабатывает строгие планы профилактики и контроля. Китай также сделал все возможное для лечения пациентов и хорошо справился с теми, кто в тесном контакте с больными. Известно также о 4 заразившихся в Японии, Таиланде и Южной Корее. Между тем, лондонские инфекционисты считают, что вирусом заразились уже более 1700 человек. НСОВ обнаружили в китайском городе Ухань в конце декабря 2019-го. Люди, которые посещали местный рынок морепродуктов, жаловались на затрудненное дыхание, кашель, одышку и лихорадку. Первый пациент, у которого нашли вирус, скончался 9 января. НСОВ может вызывать пневмонию, то есть воспаление легочной ткани. Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения считают, что болезнь провоцирует неизвестный вид коронавируса. К его семейству относят десятки разных подтипов, и только 6 из них до недавнего времени могли поражать человека. Сейчас ученые пришли к выводу, что столкнулись с новым видом вируса. Нам нужно лучше понять способы передачи болезни. Я упоминала передачу от животных, так как потенциальный источник заражения людей – это животные. Ведутся эпидемиологические исследования, и мы ждем их результатов. Но вполне возможно, что передача вируса от человека к человеку ограничена. Помимо Китая, Японии, Южной Кореи и Таиланда, меры безопасности усилили и другие страны. Так, в США начали проверять пассажиров, прилетающих из китайского города Ухань. Туристов осматривают и измеряют температуру тела. Власти Малайзии также контролируют въезжающих в страну пассажиров. А вот что говорят жители Гонконга. Поскольку мы приехали из Японии, мы слышали, что там официально подтвердили 1 случай заражения. Мы были немного обеспокоены, когда возвращались назад. Из-за эпидемии нового вируса в России заявили о работе над созданием экспресс-теста. Сообщается, что он выявит болезнь за 15-20 минут. Всемирная организация здравоохранения считает, что посещать Китай можно, но при соблюдении мер безопасности. Ведомство советует держаться подальше от кашляющих и чихающих людей, регулярно мыть руки и готовить мясо и яйца до полной готовности. Сайхан Цинцаев. Настоящее время.